культуры сельского поселения Троицкое имеет давнюю историю. Существует он с 1961 года. За это время стены ДК повидали многое. До 2017 года Дом культуры находился в обветшалом состоянии, и 2 года назад в здании был произведен капремонт, в связи с чем поменяли окна, обновили внешний фасад здания, а также привели в порядок кабинеты для кружковых занятий. До реконструкции в Доме культуры невозможно было провести различные мероприятия в связи с тем, что протекала крыша. В зрительском зале невозможно было вообще провести массовые мероприятия. А сейчас, в связи с тем, что накрыли нам новую крышу, окна поставили, двери поставили, сейчас можно работать, провести свой досуг в своем Доме культуры. Если раньше ребята ютились в старых, непригодных для работы условиях, то сейчас у них есть прекрасная возможность реализовать свои творческие способности. В Доме культуры имеются кабинеты: танцевальный зал, вокальный зал, хоровой зал, сольное пение и кабинет бисероплетения. Также у нас в Доме культуры находятся 2 библиотеки: детская библиотека и взрослая библиотека, с которыми мы проводим все основные мероприятия. У нас имеется зрительский зал на 120 мест, в котором мы проводим все массовые мероприятия. Вообще, в целом, все мои 5 девочек посещают Дом культуры. Руководство Дома культуры создает доброжелательную атмосферу, хорошие условия для того, чтобы наши дети могли развить свои творческие способности. Занимаются дети по различным видам направления. В ДК есть кружок хореографии, бисероплетения, театральные, гармошки и хоровое пение. Первый раз, когда увидела эти бисеры, мне что-то заинтересовало этими бисерами. Я стала потом тут ходить на этот кружок, делать ромашки, розы, петунии. Например, вот петунии, вот ромашки, вот розы, как видите. Тут очень все красиво. Мне нравится этот Дом культуры. Я тут хожу, очень все красиво. Мне прям интересно тут ходить. Например, понадобится, я думаю, потому что мы можем сделать какой-то красивый цветок, поставить где-то дома или где-то на выставку. Так. Интересы каждого из ребят разные, но есть и те, кому хочется попробовать все. Каждый новый день, проведенный в стенах Дома культуры, для них огромный багаж знаний. Я давно хожу на этот кружок, мне очень нравится. Я делаю разные цветы и деревья. Сейчас мы начинаем делать деревья. Мы делали петунии, розы. Вот тут розы, вот тут петунии. Разные изделия мы делаем. Я сначала посмотрела, мне понравилось, как все делают, и я сначала думала, что... заинтересовалась. Я сначала думала, что у меня не получится, но у меня хорошо получается. Танцевать, петь люблю. Посещаешь кружки танцевальные? Да. Я в ансамбле СИК. На кружок бисероплетения, как мы знаем, ходят только девочки. И навыки, приобретенные здесь, хорошее подспорье для них, ведь они могут в таком юном возрасте открыть свое дело. Например, вот роза, вот цветок. И нам для этого цветка надо, мы выбираем из этого бисеры, какой нам, например, вот такой бисер. Мы сделали эти цветы, и нам нужна проволока обязательно, чтобы его чтобы задержалось. Например, из этого бисера мы уже делали разные бисеры, желтый, черный, золотой. А этих танцоров знают все, не только в республике, но и за пределами. Ансамбль СИК отмечает в этом году свое 5-летие. Копилку их грамот, благодарности и медалей невозможно счесть. Будучи такими маленькими, ребята уже достигли больших результатов. Создать коллектив стоит очень многих усилий. День и ночь, каждый день работали в танцзале, чтобы создать этот коллектив. Вначале было очень трудно, так как дети очень мало ходили, всего лишь пару человек вначале было. Но потом население сельского поселения узнало, что работа кипит, работа идет. И родители, старшие уже были заинтересованы, чтобы дети ходили, учились квайнацким и кавказским нашим танцам. Ансамбль наш отстаивает честь республики достойно.
берет, знаете, самое, что приятное, что радует, гордость. Берет гордость, когда наши дети среди такого множества коллективов объявляют, что ансамбль из Ингушетии, с такого маленького сельского поселения завоевывает такие громкие имена. Конечно, это радует. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы и дальше наш руководитель трудился в том же режиме. Мы, как родители, оказываем всевозможную посильную помощь, как финансовую, так и моральную, так и психологическую поддержку, потому что часто перед выездом на фестиваль бывают вечерние репетиции, где полный состав родителей собирается. Мы ведем вот такую вот работу, и я думаю, что и дальше мы будем работать в таком же режиме. Спасибо всем, кто принимает в этом участие. Вот, и творческих успехов им, и всех благ. Самый юный танцор ансамбля Расул, он же и солист. В первый раз, когда пришел на кружок, Расулу было всего лишь 3 года. Если тогда, как признается бабушка, он не хотел ходить, то сейчас Расула невозможно удержать дома. Именно он является обладателем гран-при в ансамбле. Я бывал в Владимире, получил там медаль и грамоту. После этого я был в Ессундуках, там я получил гран-при. Последний раз я ездил в Волгоград. Там я получил гран-при и первое место. Я еще был в Майман-Курган, там стояли охранники. Я люблю танцевать. Мой самый любимый танец – это мой эрди-танец. Вначале он не хотел приходить, капризничал, плакал, не буду я танцевать, вот так вот. Потом привык, вошел в коллектив, и вот у него руководитель, вот этот Магомед Имагожев, Магомед Русланович, очень строгий, но требовательный руководитель, он его научил танцевать, теперь его уже дома не оставишь, теперь уже сам сюда рвется, нравится ему танцевать. Вообще здесь коллектив, вот в этом Троицком Доме культуры очень слаженный, очень хороший коллектив. С удовольствием сюда приходим, даже сами родители приходят, но я-то как бабушка прихожу, в общем. Нравится нам здесь отдавать своих детей. В общем, ты знаешь, что твои дети чем-то заняты, что сюда приходят. Хотелось бы, чтобы больше родителей вовлекли своих детей в вот такие дома культуры, чтобы они приходили, учились чему-то. У нас здесь есть и кружок, спортивные кружки есть танцевальные кружки, вязальные кружки есть. В разных этих жанрах у нас дети здесь участвуют. И вот ты уверен, что твой ребенок где-то чем-то занят, чем быть ему на улице, особенно летом. Они же любят гулять, бегать дети. И пусть бы сюда приходили и учились бы. СИК – самый молодой ансамбль в Ингушетии. За столь юный возраст коллектив уже успел представить республику на межрегиональных международных конкурсах и фестивалях, спортивных турнирах и чемпионатах. Ни одно крупное республиканское массовое мероприятие не проходит без его участия.
Белграде недавно приехали, взяли гран-при. В Владимире то же самое, взяли гран-при. В Ессентуках на всероссийском фестивале тоже стали обладателями гран-при. Были пару раз в Железноводске, тоже на международных конкурсах. Там показывали по 4-5 номеров на каждом фестивале. И там мы стали обладателями четырех первых мест. И то же самое на втором фестивале. Стали обладателями 4 первых мест, я думаю, второго. И также были и в Нальчике, и в Ессентуках на фестивале. Сейчас планируем поехать в Сочи на всероссийский конкурс. А дальше уже осень этого года мы планируем представить не только республику, но и всю Россию на международном фестивале в Азии. На танцы меня повела мама. Раньше я не очень интересовалась танцами до тех пор, пока не увидела, как искусно танцевали девочки. Я вдохновилась и достигла своей цели. Бывают некоторые движения, которые я не могу сделать. Но потом, со временем я их выучу, и мне бывает легче выполнить. Если кому-то больше нравятся танцы, есть девочки, которые усиленно ходят на театральные. Занятия в театральной студии или кружке развивают воображение. Благодаря им дети учатся быстро находить общий язык со сверстниками, становятся более открытыми в общении. Это намного интереснее, чем вокальное, я так думаю, поэтому я туда хожу. Там больше юмора, чем вокальное. Там можно делать все, что можно самому придумывать, самостоятельно сценку, мне так кажется. Сценку, которую мы сейчас показали, это сценка Саида Чахкиева «Сагенг». Во-первых, у него есть 3 смысла. Человек должен учиться, чтобы не полагаться на своих родителей. Второй, есть у нас некоторые, скажем так, люди, которые берут взятки. Это, во-первых, для них есть большое внимание, им нельзя такое делать. И третье, человек сам должен себя организованно вести. Сам ходить без всякой помощи. Это был смысл, что человек должен быть самостоятельным, сам зарабатывать. На вокальном кружке ребята развивают свои музыкальные способности, чувство ритма, музыкальную память, координацию слуха и голоса. Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Уверены в этом и их педагоги. Мамочка милая, мамочка добрая, я о тебе спою. Девочек ходим. Нам нравится вокал, он отличается от театрного, от танцевального кружка. Нам нравится вокал, нам нравится композитор Фариза Шадыжева. Вокально можно проявлять свой голос, стараться идти к лучшему, достижаться цели своей. Я думаю, что вокальный кружок он лучше. У нас много русских песен. Были много мероприятий, День учителя, 9 мая, День матери, разные. Кружок гармошки в ДК открыли недавно, и посещать его пока решилась только одна девочка. Во дворе Дома культуры расположилась и сельская библиотека, которая тесно сотрудничает с ДК. Ни один праздничный день в календаре не проходит, чтобы в библиотеке не провели мероприятия совместно с воспитанниками Дома культуры. Люба Хамхоева работает здесь уже 30 лет и знает историю каждой из этих книг.
В нашей библиотеке мы работаем по разным направлениям. И военно-патриотическая тема, и краеведение, и нравственно-эстетическая. Проводим разные мероприятия с нашими детьми совместно со школой, с Домом культуры. В конце года составляем совместный план работы и в течение года проводим свою работу по всем этим направлениям. В нашей библиотеке приходят в нашу библиотеку много детей. У нас в Троицкой 3 школы, с 3 школ приходят даже читатели. 80-75 лет, взрослые даже, приходят, читают. Библиотека сельского поселения является самой богатой в республике в связи с тем, что функционирует с давних времен. В фонде ее находится около 25 тысяч экземпляров книг. Любое мероприятие проводим, оформляем выставку, и делаем обзоры этой выставки, рекомендуем детям книги, какие у нас книги, какие можно книги, тематические папки почитать. И вот у нас всевозможные. Вот про наркоманию мы провели 2 мероприятия. У нас выставка по экологии, у нас выставка по родному языку. Декада была, мы по декаде провели хорошее мероприятие, большое, с детьми, очень поучительное. Так, вот недавно у нас к 249-летию, к единению провели. Просто мы одни выставки убираем, другие оформляем, поэтому у нас, получается, все выставки не сохраняются, мы их часто меняем. Любой посетитель, пришедший сюда, может столкнуться с огромным выбором книг по различным направлениям, от русской до зарубежной классики. У нас много классики, классической литературы. Пушкин, Чехов, Толстой берут эти книги. Да, потом еще и по всем отраслям знаний у нас книги. Богатый фонд художественной литературы, зарубежной литературы у нас и в библиотеке имеется, и мы с удовольствием обслуживаем наших читателей. В год к нам приходят наши читатели, порядка 1500 детей бывают у нас. Выдача книг высокая очень. Дети, сейчас каникулы, и на каникулах, и в школьное время от детей отбоя нет. Куда бежишь, приходят дети, читают. Что самое интересное, был период 2-3 года тому назад, спад был читателей. Сейчас, наоборот, дети уже стали больше приходить читать. Мы им объясняем, что чем они в интернете прочитают одну страницу книг, визуально читать книги – это намного… эта прочитанная книга, она на всю жизнь в голове остается, эта книга. В связи с наступившими каникулами отличная возможность привести детей в Дом культуры. Ведь где, как ни здесь, они смогут реализовать свои творческие способности и с пользой провести время. Конечно, оно велико. Значение домов культуры. В данном нашем Доме культуры работает как театральный кружок, бисероплетение и множество. Ведь дети должны где-то реализовать свои таланты. Здесь таким огоньком, который представляет таланты наших детей, является наш Дом культуры.